Степан Анатольевич Саргыдаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Родился 13 июля 1980 года. Окончил в 2002 году педагогический институт Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова с присуждением квалификации инженер-педагог. Далее, в 2008 году Дальневосточную академию госслужбы по специальности государственное и муниципальное управление. И в 2017 году магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Трудовую деятельность начал после завершения университета в Чурапчинской улусной гимназии, учитель. С 2005 года занимал руководящие должности в муниципальных органах различного уровня. Указом главы Республики Саха-Якутия от 4 октября 2018 года назначен министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Женат, 3 детей. Здравствуйте! Вы смотрите «Правительство Лайв». Гость нашего эфира – министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Степан Анатольевич Саргыдаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли на эфир. И пока нам подключаются подписчики, чтобы задать вопрос, мы ждем активность. Я хочу задать вопрос от себя. Расскажите свой рабочий день, с чего начинается, вот вкратце. Ага, спасибо за вопрос. Ну, рано утром встаю, первым делом сразу открываю телефон, смотрю новости, читаю, а потом уже завтрак и иду на работу. Время здесь очень быстро летит, но мы стараемся везде успевать. Но в основном вот наше министерство занимается молодежной политикой. И вот в прошлом году нам передали полномочия социальной коммуникации. Что подразумевается социальной коммуникацией? Социальная коммуникация – это социально ориентированная некоммерческая организация. Мы в основном работаем с общественными объединениями, их поддерживаем их проекты и так далее. Вот поэтому день у меня очень быстро летит. Есть очень много текущих вопросов, надо подписи поставить, там, документы отписать, смотреть и так далее. Но в основном мы стараемся контактировать, везде едем, не сидим на одном месте, идем на встречу с молодыми людьми, разговариваем, они нам свои предложения говорят, и вот, ну, так начинается, и день очень быстро летит. То есть вы тесно работаете с молодежью? Да. Вы сейчас в разъездах же в основном? Ну, да, стараемся в разъездах. У нас в этом году именно на поддержку общественных объединений родился у нас очень хороший проект. Проект у нас называется «Гражданские выходные». И мы едем в районы, идем вот в управах города Якутска. И там даем консультации, методические помощи, которые вот сегодня есть, ресурсные центры есть. Их берем, с Министерства юстиции берем. Есть очень хорошие практики. С этими практиками мы идем навстречу с молодежью, там, общественными объединениями. Слышала, что есть какой-то всероссийский конкурс. Вот как принять участие? Да. Расскажите немножко. Всероссийский конкурс, ну, есть очень много конкурсов есть. Мы как курируем волонтерство, есть Всероссийский конкурс «Доброволец России». Там может любой человек участвовать, который себя чувствует волонтером, да, и он может там реализовать свой проект по теме волонтерства. Кстати, вот сегодня идет прием заявок. Прием заявки срок до 16 июня. Вот поэтому я призываю телезрителей, тех, которые считают себя волонтерами, для реализации своих проектов, давайте, подавайте свои заявки. То есть до 6 июня они могут, а где? Да, доброволецросии.рф.
Хорошо. может любой человек зайти и зарегистрироваться. Тут поступил у нас вопрос к этому, очень похожий, задает Кия. Спасибо за вопрос. Как осуществляется поддержка детей? Ну, да, у нас мы в основном занимаемся вопросами вот детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы там тоже проводим конкурс. Конкурс называется «Социально-инновационные». И, кстати, с 25 марта мы уже объявили конкурс до 22 апреля. Общий объем финансирования одного проекта 2 миллиона рублей. Могут сейчас подавать заявки. Так, ну еще вот вопрос, в каких интересных проектах могут участвовать стройотряды? Стройотряды, да, стройотряды — это наша гордость нашего министерства. Мы работаем по 6 направлениям. Это, ну, первое — это строительные отряды, самые главные, да. Есть путейные отряды, есть педагогические отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные отряды. И они в основном, ну, и в прошлом году, и за прошлым году ездили работать вот, космодром Восточный, Север, который находится в городе Ленске. И в этом году мы планируем своих строительных отрядов, студенческих отрядов отправить в город Челябинск. Там есть очень хороший проект, строится мирный атом. И мы хотим туда отправить своих отрядов. А также мы в этом году планируем отправить наших студенческих отрядов, не студенческих, сервисных отрядов в город Краснодар. Они будут работать там в гостиничном комплексе. Как интересно. Да. Это же очень интересно. Да. Давайте немножко заманим. Они же получают зарплату, получается, в летнее время, когда вот работают. Да. Какая там идет сумма? Может быть, кого-то мы смотивируем, чтобы не пинать балду летом, а пойдет вот в стройотряды. Ага. Но мы с нашим министерством предусматривается тоже финансы насчет зарплаты. Да, в этом году мы уже муниципальным районам объявили конкурс, уже известны победители. Это 29 муниципальных районов, они получат поддержку студенческих отрядов. Не 29, а где-то в пределах 20. И общая сумма 20 миллионов рублей от нашего министерства. Из них 4 миллиона идет штаб студенческих отрядов и 16 миллионов именно конкретно по заработной плате. Ну, заработная где-то от 30 до 35 тысяч. Очень рублей. хорошо. Ага. За лето можно за 3 месяца заработать. За один сезон. За один сезон хорошая 30, сумма. да. И вот вопрос еще. Очень много вопросов поступает. Вот сейчас я слежу за эфиром, и здесь один из вопросов. Какой грант получил вот в России? Какие гранты утвердили президент России? Грант президента Российской Да. Федерации. Ага. Грант президента Российской Федерации — это самый большой такой проект, который вот поддерживает проекты. В этом году, если в прошлом году было 6 миллиардов рублей, в этом году фонд гранта президента Российской Федерации составляет 8 миллиардов рублей. В прошлом году победителями стал из нашей республики 22 проекта. В этом году есть изменения. Если в прошлом году в 2 этапах была проведена грант президента Российской Федерации, в этом году она будет проводиться в 3 этапах. Первый этап уже прошел, это с 1 февраля по 15 марта. Там наша республика подала 97 заявок на общую сумму 137 миллионов рублей. И мы ждем, полшага мы сделали, а самое главное — качество. Хотим получить много победителей. А второй этап начинается с 10 июня по 31 июля. И третий этап начинается с 14 октября по 25 ноября. Там может любой зарегистрированный некоммерческая организация может участвовать, но там есть условия. Это по федеральному закону 7
номером 7, да, там есть условие, что зарегистрирована некоммерческая организация более 1 года. Они участвуют. Могут они зарегистрироваться на сайте. Сайт называется grantpresidenta.rf. То есть самостоятельно Да, все это можно самостоятельно. Вот поэтому наш проект «Гражданские выходные» целенаправленно идет по этим вопросам. Мы помогаем, консультируем. Наши ресурсники смотрят эти проекты там насчет ошибок. То есть поддержка Да, идет, да? Поддержка очень хорошая идет. Да. Смотрите, еще поступил вопрос от наших подписчиков по имени АВГ. Здравствуйте, Степан Анатольевич. Как стать Здравствуйте. юноармейцем? Вот. Да, это очень хорошее движение, всероссийское движение юноармейцев. У нас есть региональный штаб юноармейцев, который возглавляет директор кадетской школы Корякин Алексей Александрович. На юноармейца могут зарегистрироваться через АИС, через автоматизированная информационная система. Регистрация идет, ну, если человек хочет, да, там могут зарегистрироваться от 8 лет до 18 лет. И через наш региональный штаб, через Корякин Алексей Александрович. Вот недавно мы провели совещание по этой теме, пригласили Министерство образования, ну, тех, которые вот интересуются этими вопросами. И вот во всех школах есть патриотические клубы. И мы хотим всех этих членов зарегистрировать как юноармейцев. Есть план. Если у нас сегодня 3986 юноармейцев, в этом году мы планируем 8000. То есть это зарегистрировать. Намного больше. Да, ну примерно получается дополнительно 4000 юноармейцев хотим в этом году зарегистрировать. Хорошие цифры. Да. Давайте приступим к нашим вопросам, которые поступают в прямом эфире. Ну а третий вопрос задала Амелия Амелика. 2 апреля вся республика празднует День гражданского активиста. Какие мероприятия планируются министерством в этот день? Да, это один из наших основных праздников нашего министерства, потому что вот все гражданские активисты курируем мы, общественных объединений. В этот день мы планируем провести очень хороший семинар повышения квалификации. Там приглашаем руководителей, специалистов администрации муниципальных образований и всех, которые активистов. И будем повышать квалификацию, будем проводить разные тренинги и так далее. И в этот день глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев встретится с победителями гранта президента Российской Федерации прошлого года. То есть награждение. Да, награждение. И вечером мы в общественном секторе будем встречаться тоже со всеми общественными руководителями общественных объединений. Будем поздравлять, будем награждать. Хорошие новости, ответили на вопрос. Ну а сейчас мы хотим немножко отойти от официальных вопросов и перейти к блиц-опросу. Начнем наш блиц-опрос. Надо ответить очень коротко, местами да или нет. Степан Анатольевич, что вы делаете утром в первую очередь? Ну, открывай телефон. Ну, вы уже ответили, да? Второй вопрос. Скучаете по родному Улусову? Чего не хватает в городе в первую очередь? Конечно, скучаю. Откуда вы, кстати? Я с Щеропчинского района. Там и учился, там и работал. Ну, все, что относится к моей биографии, это Щеропча. Малая моя родина. Я, конечно, очень скучаю. Второй вопрос как там? Город? Да, в городе. Чего не хватает в городе в первую очередь? Ну, чистого воздуха. Чистого все-таки, да? Да. Очень много. Да. Перейдем к следующему. Что вы любите делать дома по хозяйству? Люблю готовить. Любимое блюдо? Любимое блюдо у меня много. Но я очень люблю мясо, вот поэтому у меня в основном мясные блюда. Ваша самая большая гордость?
дети мои. Сколько у вас? Трое. Я горжусь сыновьями, дочкой. Вот так, следующее. Что вас интересует помимо работы? Какое хобби есть? Хобби, ну я как якутский мужик, люблю охотиться. Это моя хобби. Каждую весну, осенью я охочусь, ну, в основном на уток, на зайцев и так далее. Хорошо. Какая первая запись стоит в трудовой книжке? Учитель Черепчинской улусной гимназии. Вот как, да? Что предпочитаете в выходные дни? Пойти в кино, театр, а может быть и на дискотеку? Кино. В кино. У вас есть фобия, страх перед чем-то? Нет. Фобии у меня нет. Помните свое первое свидание с женой? Куда пригласили? Конечно, помню. Расскажите. Это было 9 марта. Мы с ней встретились 8 марта. Ну, у нас отдельные компании были. И я сразу пригласил ее 9 марта в кинотеатр «Центральный». Первый кинотеатр нашего города. Да. Так, ну и последний вопрос нашего блиц-опроса. Вы гурман? Какое фирменное блюдо жены вы любите? Бузы. Бузы. Да. Так, ну у нас на самом деле вопросы еще два, я поторопилась. Какой фильм смотрели в последний раз? Последний раз... какой фильм? Даже не помню. Значит, это было давно. Да, это было давно. Какую литературу вы читаете? Якутский. Якутские книги. Ага. Такой патриот, якутский настоящий мужчина. Да. Мы заканчиваем блиц-опрос и переходим к прямому эфиру. Здесь у нас очень много поступило вопросов. Сейчас я выберу. Задает, то есть Реал Хоп. В этом году СЭХ молодежи будет где и когда? Спасибо за вопрос. Мы от формата СЭХ отказались. В этом году молодежный СЭХа не будет, а будет фестиваль. Молодежный фестиваль. Там формат тоже изменили. Деловая игра будет. И в это время еще будет культурные мероприятия, спортивные мероприятия. В этом году наш фестиваль пройдет в Хангаласском районе Ортодойду с 12 по 15 июня. Там мы всех приглашаем. Основными участниками нашего мероприятия это молодежные активисты, специалисты молодежи муниципальных образований. Ну, соберется очень много молодых креативных людей. Следующий вопрос. Задает Diamonds Якутия. В чем помогает опыт работы, в чем помог опыт работы главой в министерстве? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Конечно, работать главой в муниципальном образовании и вот сегодня работать министром министерства — это очень разное. Почему? Потому что вот работать главой муниципального образования, ты работаешь в поле. Ну, хозяйствами, этими конкретными задачами там занимаешься. А вот в министерстве сегодня вот именно стратегические вопросы. Занимаешься. И в чем помог опыт главы, да? Просто я в то время, когда работал главой, много общался, много знакомств было вот в городе Якутске. И вот эти знакомства, когда вот я стал министром, очень помог, потому что я везде в министерствах, ведомствах, предприятиях знаю очень много людей. Они мне помогают. Да, конечно, вот первые дни, первый месяц у меня очень было трудно. Вы говорили, что вот заняли должность в октябре прошлого года. Да, в октябре. То есть всего лишь... Указ вышел 4 октября, а я приступил к полномочиям министра 8 октября. И вот именно месяц-полтора я встречал очень много трудностей. Конечно, некомфортно было, но потом освоился быстро, именно благодаря вот друзьям, они помогали мне везде. И вы, как знаете, до этого наше министерство
занимался полномочиями семейной политики. Вот это убрали указом главы 28 сентября, передали Министерству труда и нам передали полномочия именно вот по социальным коммуникациям. И вот до конца года мы приводили в соответствие все нормативно-правовые акты. То есть большие перемены на Да, самом да, деле. большие перемены. Сегодня, да, мы очень именно по деловой игре министра тоже есть большие изменения. Вот не молодежный СХ, а молодежный фестиваль будет. Ну, таких больших изменений у нас очень много. Тут нам задают вопросы, очень похожие мы задавали в начале, но давайте немножко вкратце расскажем, потому что позже были подключения, подписчики подключались. Как министерство поддерживает добровольческие объединения? Задает вопрос Риалана Банана. Разные имена. Спасибо за вопрос. Волонтеров мы очень хорошо поддерживаем. У нас есть центр поддержки волонтерства. Там руководителем является Айлан Васильевич. Наши волонтеры везде помогают. И вот недавно у нас Кубок мира было. Там, ну, во всех мероприятиях, которые проводятся российского уровня, регионального, республиканского, международного уровня мероприятий, там везде наши волонтеры. Они помогают по всем направлениям. И у нас, ну, наше министерство, мы помогаем именно тоже в конкурсном отборе. У нас предусмотрено на поддержку волонтерства 4 миллиона рублей, а также волонтеры могут тоже проявить свои, реализовать, для реализации своих проектов могут участвовать в нашем конкурсе проектов, называется «Роль развития волонтерства». И там победителям мы даем 800 тысяч рублей. И самый главный конкурс — это всероссийский конкурс, сказал вот «Доброволец России». Здесь спрашивают, что такое социальная коммуникация, за что она отвечает и какой фронт работы она выполняет. Потому что по делам молодежи сразу понятно. Да. Тем более после таких перестроек, когда министерство немножко по указу главы, какие задачи у вас стоят по именно социальной коммуникации? Социальной коммуникацией, вот как до этого сказал, это мы занимаемся конкретно социально ориентированными некоммерческими организациями, территориального общественного самоуправления, тюрбелер муниципальным образованием. Мы поддерживаем общественных объединений. Ну, в основном это конкретно мы поддерживаем общество, общественное объединение. Грантами своими. Вот у нас грант нашего министерства 16 миллионов рублей. Мы в апреле месяце конкурс объявим, и до конца месяца, до конца апреля месяца они могут тоже подать свои заявки. Вопрос. Ведется ли профилактика правонарушений среди молодежи в связи с последними событиями? Вот такой вот вопрос от Дмитрия 1970. Маверич 1970. Конечно, по этому ситуации мы очень активно там принимали участие. Вот, когда прошла вот первая несанкционированный митинг 17 марта, я был там. И 18 марта, где участвовал наш Илдархан, мы тоже были там. Мы сегодня со всеми общественными объединениями, как вот Устимсю, Ильсюбе, со всеми очень тесно работаем. Со всеми разговариваем, давайте вот таких националистических проявлений не надо. Сегодня наш Илдархан сказал, что насчет мигрантов будем конкретно работать, будем порядок наводить, вот только по этим вопросам. А вот те вопросы, которые вот провокационные сегодня, не надо обращать внимания. Ну, да, в остальном наша молодежь очень креативная. У нас таких национальных вопросов у нас вообще нету, не стоит.
Вот поэтому давайте я призываю молодежь республики на провокационных моментах не поддаваться. Ну и следующий вопрос у нас Кека Степанов задает. Какой вид спорта вам нравится? А я дополню. Если вам нравится, может быть, вы занимаетесь каким-то видом Волейбол. спорта? Волейбол. Да. Так, следующий вопрос у нас. Кем сложнее, главой или министром? Очень интересный вопрос. Да, спасибо за вопрос. Еще раз. Кем сложнее, главой или министром? И там, и там. Там есть сложности. Да, здесь, и главой, и министром. То есть одинаково? Да, Одинаково есть сложности. да, одинаково есть сложности. Так, ну у нас эфир, в принципе, осталось совсем немножко. Вопросы поступают, и я вот листаю. В принципе, мы ответили практически на все вопросы. Так, вопрос, как поддерживаются студенческие отряды? Ну, я ответил на этот вопрос. Нами поддерживается, у нас есть, есть государственная программа, через эту государственную программу мы работаем. В этом году на поддержку студенческих отрядов предусмотрено 20 миллионов рублей, из них 4 миллиона идет на развитие штаба студенческих отрядов и 16 миллионов рублей это зарплата, проездные и так далее. Какие мероприятия планируются в апреле месяце этого года? Ну, гражданский активист, это самое главное. В апреле месяце у нас пройдет большой окружной семинар, это с 5 по 7 апреля. Сюда приедут все дальневосточные регионы, мы будем их принимать. Это проводит наше федеральное агентство по делам молодежи. Ну вот основные в апреле месяце. А так у нас каждый день мероприятия, форсайт-сессии, очень много форумов, семинаров. Вот эти выходные пройдут финальные игры Саха КВН. Сегодня вот только что завершился финал «Молодой фермер», ну и так далее. Вот, поэтому каждый день у нас без мероприятия наше министерство никак. Расскажите вкратце, что такое гражданский активист проект? Гражданский активист, не, это не проект, это гражданский активист, это день. Деятельность. Да, праздник. Праздник. 2 апреля это день гражданского активиста. Ну, гражданский активист подразумевается, ну, в моем понимании, Это статус или там можно зайти там зарегистрироваться где-то? Ну, Или любой желающий может стать им? там относятся и волонтеры, там относятся и вот некоммерческие организации. Вот человек, который в активной жизненной позиции, это его день. Это его день. Это гражданский активист. И самое главное, там все есть. И патриотика есть, патриотическое воспитание. Да? Человек, который себя... Вот я из Якутии, я люблю республику, я там занимаюсь, там работаю и веду свою активную жизнь. Вот такого типа мнения. Тут у нас поступил такой интересный вопрос. С какими другими министерствами сотрудничаете теснее? Ну, со всеми мы Взаимосвязаны. да, взаимосвязаны, но очень тесно вот Министерство труда и Министерство труда, Министерство промышленности, вот Госкомитет занятости, мы с ним очень тесно работаем, Министерство спорта, ну, много-много. Со всеми, Министерство образования. Можно всех перечислить, потому что все взаимосвязано. Да, все взаимосвязано. Но у нас завершается эфир. Спасибо всем за вопросы. Встретимся ровно через неделю. Спасибо, что вы пришли. Передавайте пожелания. Спасибо за вопросы. Всем удачи. До скорой встречи. С вами Правительство Лайф.